Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий в студии Юрий Осипов. Начнем с происшествий в нашем регионе. Сотрудник СИЗО, расположенного в микрорайоне Марха, мог совершить самоубийство. УФСИН региона устанавливает обстоятельства его смерти. 7 декабря этого года сотрудник следственного изолятора номер 1 обнаружен без признаков жизни по месту жительства. По предварительным данным, он совершил самоубийство. Обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказали в пресс-службе ведомства. Предварительно установлено, что 29-летний сотрудник СИЗО произвел выстрел в голову из охотничьего ружья, находясь у себя дома. В Нерюнгринском районе полицейские изъяли более 140 литров алкоголя, которые продавали без соответствующей лицензии. Так, в одной торговой точке в Нерюнгри было обнаружено и изъято 246 бутылок алкоголя общим объемом 123 литра. Также в одном из продуктовых магазинов поселка Чульман изъяли 20 литров алкогольной продукции. Отмечается, что против нарушителей составлены административные протоколы по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Прокуратура Якутии выявила более 1700 нарушений закона против бизнеса. Нарушения выявлены за 10 месяцев этого года. Для их устранения принято около 800 актов прокурорского реагирования. К ответственности привлечено порядка 250 лиц. По материалам проверок возбуждено 5 уголовных дел. Также по результатам проверок перед предпринимателями погасили задолженность на сумму свыше 110 миллионов рублей. Пресекли факты предоставления предпринимателям субсидий не на конкурсной основе, установления к ним требований, не предусмотренных законом, и другие нарушения. Кроме того, прокуратура региона исключила свыше 750 проверок из плана следующего года. Также ведомство пресекло проведение 66 незаконных внеплановых проверок в связи с отсутствием оснований для их проведения и несоблюдения требований к оформлению документов. 8 декабря во 2 часу ночи на телефон оперативного дежурного службы спасения республики от жильцов одного из домов по Сергеляхскому шоссе поступило сообщение о том, что на первом этаже из стены слышны крики о помощи. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Прибыв на место, они выяснили, что мужчина, находясь в тех помещении 10-го этажа, уронил валенки в вентиляционное отверстие и, пытаясь их достать, провалился, пролетев по вентиляции порядка 28 метров и застрял в районе 1-го этажа вниз головой. Благодаря тому, что к низу шахта идет на сужение, скорость падения замедлилась и мужчина остался жив. Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к деблокировке пострадавшего. Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей мужчину удалось достать из стены и передать его работникам скорой помощи. Перейдем к происшествиям в мире. Пожар на фабрике в столице Индии Дели унес жизни более 40 человек. Большинство погибших задохнулись в дыму. Глава администрации города распорядился провести расследование. Подробности в следующем материале рассказывает Сергей Берец. По меньшей мере 43 человека погибли во время пожара на фабрике в Дели. Они спали прямо в цехах. Пламя вспыхнуло рано утром в воскресенье в 5-этажном здании в квартале Ананджманди. В нем шили одежду, производили картонную упаковку и пластиковые изделия. Как полагают специалисты, именно продукты горения пластика стали основной причиной гибели людей. Они задохнулись от едкого дыма. Несколько десятков человек удалось эвакуировать. О ходе спасательной операции рассказал представитель службы быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях Атул Кумар Гарг. Мы вынесли из здания 52 человека. Сигнал поступил в 5 часов 22 минуты. Сначала мы отправили на место 2 машины, а в общей сложности 35 расчетов. Это 150 пожарных. Спасенных развезли по больницам. Точное число погибших и пострадавших можно будет назвать позже. По уточненным данным, спасатели вынесли из сгоревшей фабрики более 60 человек. Согласно предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание. Глава городского правительства Дели Арминд Кеджривал распорядился провести расследование. На владельца предприятия заведено уголовное дело. Он скрывается. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал происшествие ужасающей трагедией. Он выразил соболезнования близким жертв и пообещал выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.